Салам алейкум, дорогая Ингушетия. Максат Бекович Муксинов с особой теплотой отзывается об ингушском народе. Татар по национальности, был профессором кафедры транспорта Екибастузского инженерно-технического института. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Его родственники были одними из тех, кто занимались отстройкой города Акмолинска, ныне столицы Казахстана, Астаны. Максат Бекович, перебирая фотоархив и свои спортивные дипломы юности, вновь вспоминает те теплые времена и друзей ингушей, которые всегда были рядом. Мы местные, как говорится, и основатели города Акмолинска. Ну а рядом с нами жили мы, конечно, вот там в Мазанках, значит, с одной стороны Хамхоевы были, с другой стороны Баркинхоевы, там дальше Аздоевы. Это вот мы где-то с 46-го года и вплоть до того, пока, значит, наши ингуши не уехали с Акмолинска. Учились, значит, мы в школе номер 7. Со мной вместе учился Газдиев Миша, значит, Нина Баркинхоева. Ну и в других классах тоже было, значит, это край, где были компактно заселены, значит, ингушами. Максат Бекович давно потерял связь со своими друзьями и родственниками, хоть сейчас дедушка и живет в Адыгее. С радостью приехал бы проведать товарищей, только вот не знает, где и как их искать. Максат Бекович отправил в национальную телерадиокомпанию «Магаз» письмо, приложив фотографии, где описал всю свою историю. Дедушка очень хочет вновь пообщаться со своими друзьями, или же, если кого-то из них нет в живых, с их родными. Давно было, значит, такое желание, значит, хоть как-то связаться со всеми теми ингушами, с которыми мы прожили самое это прекрасное время, это наше детство. Какое оно было, значит, каждый знает. Значит, что тут, жили мы очень дружно, весело, последний хлеб делили. Дедушка очень тепло отзывается о своих, как он называет, братьях-ингушах. В его жизни были моменты, которые он будет всегда вечно и бережно хранить в памяти. Передаст эту историю своим детям и правнукам, благодаря народ Ингушетии. У нас не было какого-то там разногласия, какого-то, значит, там национального, там или еще. Вообще мы об этом даже не было в голове. Никогда не ходило и не крутилось. Значит, большое было уважение, особенно к старшим. Значит, я преклоняюсь перед всеми, значит, Хамхоевы. У нас было несчастье в 1956 году, значит, умер папа. Как раз 7 ноября праздник. Все празднуют, а нам по нашим же законам мусульманским нужно хоронить. В этот же день папа болел 2 года. И вот они, ингуши, значит, телегу, лошадь загрузили, и вот мы пацанята, значит, а нас 4 брата, Марат старший, значит, Марсель, я и Нигмат. Ну и вот похороны, это большое спасибо им, конечно. Это вот они помогли. Особый интерес Максат Бекович проявлял к спорту. По его словам, одним из основателей бокса в Астане и Целинограде был Борис Аушев. Такой человек, будем говорить, великий, который делал, значит, бокс в нашем городе Акмолинске, потом в Целинограде. Входил я в сборную Целинного края, в сборную Целинограда, чемпион Казахстана. Значит, ездил на первенство Советского Союза, и, между прочим, тогда мы, конечно, в 1965 году сильно проиграли армянам. Выиграл я, Целиноградский, значит, и Костоев, ваш, значит, ингуш наш, который жил в Алмате. Значит, он тренировал позже молодежную сборную Казахстана, очень хороший боксер. Также был очень хороший боксер Аушев, Баркинхоев, который жил в Алмате. Значит, это постоянно на сборах встречались. После возвращения на родину ингушей и принятия закона о реабилитации народа Борис Бекович тогда полностью потерял связь со своими друзьями. Он верит, что, посмотрев этот репортаж, кто-то еще из родных и близких свяжется с ним. Писать-то некуда. Знаем, что есть Ингушетия, есть телевидение. Хотелось бы, чтобы тоже услышать от моих друзей, знакомых или их родственников тоже, как они прожили, сколько у них детей, как. Вот это бы хотелось бы узнать.
Приложив немало усилий, НТРК «Магаз» удалось найти сына Бориса Аушева, который тренировал Максада Бековича, и предоставить им возможность пообщаться. Ва алейкум салам. Добрый день. Дай Бог вам всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, долгих лет жизни. Рахмет, вам тоже всего самого-самого наилучшего. Ну что, значит, это диплом, который присвоили твоему отцу, это в том далеком, тогда уже Целинограде, но так-то в Акмолинске. И он уехал, а все эти грамоты, все, я был тогда капитаном команды, остались у меня. Ну и я когда перебирал весь, помимо, значит, и диплом, ну думаю, отправлю лучше туда, на родину. Можно в спортзале его повесить и проводить среди юношей, взрослых на приз этого диплома, я так думаю. Ну, сегодня в Казахстане, сейчас же там Астана город, Да. после Целинограда, после Акмолинска, навряд ли есть, которые, значит, еще занимались, которых тренировал Борис Магомедович. Значит, ну а я сейчас здесь живу, около Краснодара, тут рядом 5 километров, в ауле Казета, Адыгеи. Диалог неожиданный и очень теплый. Мухарбек Аушев интересуется подробностями о своем отце. Отец был видным тренером в Целинограде, а Целиноград был это тогда столица Целинного края, это 5 областей было. И вот он там был основным тренером. Это лишь часть телефонного разговора. Они обменялись номерами и теперь будут поддерживать связь всегда. Боксера Бориса Аушева, которого еще при жизни называли легендой, давно нет с нами. Его жизнь и спортивное становление больше напоминает историю из книг или фильмов. Ни ссылка, ни голод не смогли сломить дух ингушского спортсмена. Отец начал заниматься боксом еще до выселения в городе Грозном. Мы там проживали, семья моего отца. Потому что дед работал в Грозном, был руководителем высокопоставленным. И у него была там квартира. И вот они там жили, учились, и он там начал заниматься боксом. И когда выслали в 1944 году, они оказались в Акмолинске, и папа и там уже продолжил заниматься боксом. Но он не только боксом занимался, он играл и в русский хоккей. Максад Бекович — яркое подтверждение тому, что настоящая дружба не подлежит забвению. Он с большим уважением относится к ингушскому народу и с нетерпением ждет встречи со старыми друзьями. Зелимхан Калуев, Магаз, 24.